Срочное поручение Путина после атаки в его родном городе. Введение режима чрезвычайной ситуации. Почему Зеленский заговорил о триллионах, которые должны защитить союзники Киева. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Мощный удар по российской территории, нештатная ситуация и первое признание удара по мирным со стороны РФ. Каковы потери? Зеленский развернул карту, где те самые редкоземельные металлы Украины, на которые положили глаз США и которые Зеленский хочет защитить от России. Каким был новый посыл Киева и что известно о новой программе привлечения на фронт 18-летних украинцев. Беженец из Сирии, который стал мэром в Германии, озадачен проблемами страны, а в Греции думают, как сохранить известнейший остров Санторини, находящийся в эпицентре землетрясений. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. За кем город? Тяжелые бои продолжаются в Донецкой области. РФ заявляет, что взяла под контроль украинский Торецк, который оккупанты называют Дзержинском. Это стратегический угледобывающий населенный пункт, пишут западные издания. Бои за него длятся на протяжении долгих месяцев. Ранее Торецк был домом для 30 тысяч человек. Сейчас же так называемые освободители Путина освободили людей от их жилья. Несмотря на заявления Z-блогеров и оккупантов, Украина не подтверждает потери Торецка. В официальном сообщении Генштаба ВСУ за 8 февраля говорится, что на Торецком направлении враг совершил 10 атак. В то же время независимый мониторинговый канал Deep State сообщает, что армия РФ продвинулась в Торецке, но о полном захвате тоже сообщений нет. Украинские военные аналитики считают, что захват Торецка, который находится на возвышенности, усложнит логистику украинских войск на значительной части востока Украины. Кроме того, это позволило бы российским силам продвинуться на северо-запад к региональному логистическому узлу Константиновки, которая связывает несколько ключевых городов. Большая часть гражданского населения Торецка уже давно покинула город или была эвакуирована, а многие здания разрушены или серьезно повреждены. Но есть еще одно продвижение. На этот раз ВСУ успешно провели контратаку в Курской области. О критической ситуации писали российские военные паблики еще 6 февраля. Именно тогда ВСУ внезапно продвинулись вперед. По состоянию на 8 февраля Z-блогеры и российские военные аналитики пишут, что в районе Уланок, Черкасская Конопелька, где украинцы устроили атаку, все пошло не по сценарию войск Кремля. К тому же проблемы настолько велики, что в РФ говорят о потере тех территорий, с которых ранее были вытеснены ВСУ. Напомню, что вооруженные силы Украины начали новое наступление спустя полгода после начала Курской операции. Удар по черной крови Кремля. ВСУ вновь нанесли точные удары по территории РФ. В центре внимания нефть, в частности перегонные станции. Не американским оружием, а украинскими БПЛА. В РФ заявляют, что беспилотников было 36, и их сбили. 11 над Волгоградской областью, 5 над Белгородской, 2 в Краснодарском крае и больше всего 18 в Ростовской области. В Украине говорят, что взрывы прозвучали в районе Сельмаш, где расположены 2 военных аэродрома. Кроме того, в том районе было зафиксировано размещение зенитно-ракетных комплексов С-400. В то же время в Ростове заявляют о повреждениях 14 многоквартирных домов. Но не в результате атаки БПЛА, а в результате того, что беспилотники решили подавить средствами радиоэлектронной борьбы просто над жилыми кварталами. Сделали все, чтобы беспилотники рухнули на мирных жителей, а не дали им долететь до промышленных объектов. Из-за этого власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации. К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков, повреждения получили объекты на Земле. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Нехта напомнит, еще в январе прошлого года Лавров обвинял украинских военных, которые, по его мнению, делают из мирных жителей живой щит, размещая ПВО на гражданских объектах. А вот российский постпред при ООН Небензя в 2023-м уверял, что Украина даже нарушает международное право, сбивая российские ракеты над городом. Если и есть о чем поговорить сегодня, так это о действиях систем украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права. Сейчас же ни Лавров, ни Небензя почему-то не говорят о том, как российское ПВО сбивает или же подавляет ударные БПЛА над головами жителей Ростова.
Как вам такое лицемерие? Пишите, что думаете в комментариях. Кроме того, друзья, особенно новые подписчики, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать публикацию новых выпусков новостей. Знаю, что вы этого еще не сделали. Спасибо вам за поддержку. Удар по родному городу Путина в Санкт-Петербурге. Переполох. Там совершена атака на управление Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Не дроновый и не ракетный удар, а в здание прилетел всем хорошо известный коктейль Молотова. Нападение совершил студент, его задержали. Управление не сгорело. Местные издания при этом сообщают, что открыто уголовное дело по статье о теракте. Местные паблики также пишут, что парень, который совершил атаку, был в капюшоне, маске и при этом снимал на камеру попытку поджога. Во время допроса ответственность переложил на Украину. Студент, который планировал стать химиком, уверяет, что действовал якобы по указанию мошенников из Украины, которые изначально выманили у него деньги, а затем под видом сотрудников спецслужб обещали вернуть эти деньги, если тот проверит бдительность коллег по ФСБ. Спустя несколько часов после инцидента в Санкт-Петербурге на сайте Кремля появилось поручение Путина. Правительству совместно с ФСБ и МВД разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также представить предложение о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти. Зеленский призывает партнеров встать на защиту Центральной Украины от российской оккупации, в частности Приднепровского региона, который является богатым промышленным регионом страны. Зеленский говорил о триллионах, которые могут попасть в руки РФ. При этом демонстрировал некогда засекреченную карту обширных месторождений редкоземельных и других стратегически важных минералов. І це те, про що я говорив президенту Трампу, коли ми сиділи. Я йому сказав, це план перемоги. Чому тут перемога? Перемога для всіх. Ми захистимо ці трильйони грошей, ми не дамо видобуток, який потім перетвориться в технології для цих трьох країн цієї осі, так, зла. Речь идет о крупнейших в Европе запасах титана, который крайне важен для авиакосмической промышленности, и урана. Кроме того, в Киеве заявили, что сейчас принципиально важно, чтобы встреча Зеленского состоялась до того, как Трамп встретится с Путиным. Иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины. Резонансным стало и заявление украинского президента о том, что правительство намерено запустить новую программу контрактного набора в армию с высокими выплатами, чтобы привлечь молодых людей в возрасте, внимание, 18-24 лет. Это ниже призывного возраста. Что вы думаете о такой программе и отправке на фронт 18-летних, пусть и по контракту? Пишите мнение в комментариях. Трамп уже на следующей неделе протянет руку Зеленскому. Американский президент анонсировал встречу. Кроме того, заявил, что поговорит с Путиным. Но с кем состоится диалог раньше, с Москвой или Киевом, из слов Трампа не ясно. Кроме того, республиканец повторил то, что говорил уже ранее. Если бы он был президентом, то этой войны не было бы. А также озвучил потери РФ и Украины. Впрочем, Трамп делал это и ранее, но данные, о которых он говорит, почему-то всегда меняются. На этот раз они такие. У России убиты или тяжело ранены от 800 до 900 тысяч солдат. Примерно такая же ситуация у Украины, около 700 тысяч. Официальные цифры, которые они дают, немного ниже, но я считаю, что они неправильные. Я хочу, чтобы это закончилось просто по-человечески. Это ужасно. Они воюют на открытых полях без укрытий. Единственное, во что может попасть пуля, это человеческое тело. А когда пуля попадает в тело, человек умирает. Я хочу, чтобы это закончилось. Это бессмысленная война. Упомянул Трамп в своей речи и редкоземельные металлы Украины, в добыче которых США заинтересованы и поэтому готовы заключить с Киевом определенную сделку в обмен на некие гарантии безопасности. Кроме того, Трамп решил позаботиться еще и о безопасности внутри штатов и заявил, что отменяет допуск Джо Байдена к секретной информации, а также прекращает ежедневные брифинги разведки для него. Мол, Байдену уже ничего не надо знать о секретах США. В Беларуси анонсировали усиление армии Лукашенко новым вооружением, не российским, а собственного производства. Так называемый госсекретарь Совета Безопасности Вольфович считает, что так можно будет повысить боевой потенциал вооруженных сил.
Для того, чтобы обезопасить нашу страну, мы обязаны сегодня делать все возможное для того, чтобы наши вооруженные силы соответствовали всем современным требованиям и стандартам, были обеспечены современнейшими образцами вооружения и военной техники. Конечно же, официально в Минске говорят, что угроза исходит от Запада, но так ли это? Есть ли опасность для Беларуси с Востока? Почему Лукашенко идет против заклятого союзника? И что рассказал на закрытой встрече со своими чиновниками? Какой документ решил не афишировать и скрыть от общественности в Беларуси? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы «Пробел». Ссылку найдете в описании, либо же на канале Нехта. Сирийский беженец, который стал мэром немецкого города Остельсхайм, видит большую проблему в нынешних дебатах о мигрантах. Райан Альшебль, который приехал в Германию в 2015 году и за 10 лет выучил язык, а также победил на выборах мэра, уверяет, что теперь общественные настроения в Германии изменились. Причина в недавнем голосовании консервативной партии, которая впервые объединилась с ультраправой альтернативой для Германии, чтобы принять жесткие ограничения на миграцию. После этого по стране прошла волна протестов. Беженец из Сирии, который показал, что интеграция в обществе может быть успешной, говорит, что будет добиваться, чтобы к власти в Германии не пришли радикалы. Меня зовут Райан Альшебль, мне 31 год, и я уже 2 года являюсь мэром прекрасного муниципалитета Остельхайм. Я родом из Сирии. В 2015 году я приехал в Германию как беженец, и за 9 лет мне посчастливилось стать мэром. Сейчас перед нами стоят очень важные выборы. Я хочу четкого результата, четкого мандата на то, кто сформирует следующее федеральное правительство. Не трехпартийная коалиция, а такая, которая действительно сможет решать проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Экономику, миграцию и так далее. Только так мы сможем предотвратить приход радикальных сил к власти, которые затем могут направить страну в ошибочное русло. Кстати, как вам такая интеграция сирийца? Знаю, что многие из наших зрителей сейчас из-за войны находятся в разных странах мира. Каких успехов добились вы в вынужденной миграции? Делитесь своим опытом в комментариях. Это интересно прочесть и другим. Сейсмическая активность в районе живописного греческого острова Санторини не утихает. Наоборот, она может продолжаться еще несколько недель, а вероятность более мощного землетрясения исключать нельзя. Ученые внимательно следят за подземными толчками, которые могут фактически уничтожить известнейший курорт. Тысячи землетрясений, которые потрясли своей силой и продолжительностью местных и не только, вызывают беспокойство. Ведь на Санторини десятилетиями продолжается застройка вулканических склонов. Шикарные отели могут просто сползти в море. Здесь, на Санторини, есть широкий спектр зданий, от очень старых и исторических построек до современных зданий. О современных зданиях нет смысла говорить, потому что с ними нет проблем. А вот для старых, обветшавших или заброшенных зданий может возникнуть угроза в экстремальном сценарии при землетрясении магнитудой 6. Мы усиливаем проверки по всей стране, но особенно фокусируемся на Санторини. Команда инженеров уже проводит обследование зданий, уделяя приоритетное внимание тем, где расположены критически важные объекты и службы. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.